В эфире информационный выпуск Камши Кушара. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В связи с техническими неполадками эфир абхазского телевидения был приостановлен. Мы приносим свои извинения и продолжаем выпуск. На последнем в этом году заседании сессии Народного собрания депутаты единогласным решением приняли республиканский бюджет Абхазии на 2019 год. Из 19 вопросов повестки дня решением парламентариев 3 вопроса были отложены. С заседания сессии репортаж Сарисмар. Проекты законов о мерах по социальной поддержке многодетных семей, о внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере обязательного страхования иностранных граждан, а также об избрании Ахры Барциц на должность судьи Сухумского городского суда были сняты депутатами с повестки дня. Главный вопрос заседания сессии – обсуждение республиканского бюджета Абхазии на 2019 год. Проект представила председатель Комитета Народного собрания по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр. Депутат рассказала об изменениях, которые были внесены в проект госбюджета. Согласно представленному проекту, принятому в первом чтении, республиканский бюджет на 2019 год по доходам прогнозировался в общей сумме 7 миллиардов 575 миллионов 239 тысяч рублей, что на 142 миллиона 815 тысяч рублей больше прогнозируемой суммы в 2018 году. Чтобы вы понимали, на протяжении представленного проекта, это прошло порядка 2 месяцев, каждый день заседал комитет. Поэтому комитет вынес свое видение. Данные цифры, которые были мной озвучены, это проект, представленный администрацией президента. Комитет, в частности, посчитал внести изменения в бюджет, республиканский бюджет на 2019 год, с учетом, самое главное, замечаний, представленной контрольной палатой. Согласно внесенным изменениям, республиканский бюджет единогласно принятый во втором окончательном чтении по доходам составил 7 миллиардов 630 миллионов 239 тысяч рублей, по расходам 7 миллиардов 730 миллионов рублей. Дефицит сократился и составил 100 миллионов 750 тысяч рублей. При этом относительно проекта закона, принятого в первом чтении, доходная часть республиканского бюджета изменилась на 55 миллионов, а расходная на 34 миллиона 553 тысячи рублей. Парламентарии единогласно приняли постановление о бюджете на 2019 год Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и охраны труда, обязательного медицинского страхования. В принятом также во втором окончательном чтении постановление о бюджете Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии было предложено внести некоторые изменения, в частности о необходимости увеличить бюджет Гудаутского фонда инвалидов на 2 миллиона рублей. Предложение будет рассмотрено в ближайшем будущем. Постановление о бюджете фонда репатриации на 2019 год было принято с некоторыми изменениями. Я вот просто тоже зачитаю об изменениях, произведенных в фонде репатриации. Значит, с учетом замечаний контрольной палаты, значит, доходы фонда увеличились на 19 миллионов 270 тысяч рублей и составили 151 миллион 588 тысяч рублей, что аналогично 2018 году. Далее. Увеличение, страховые взносы увеличились на сумму 13 миллионов 341 рубль. И что составил, это страховые взносы и платежи, составил 71 миллион 835 тысяч рублей. Постановление о внесении изменений в закон Абхазии об акцизах вызвало разногласия между парламентариями. Проект закона предусматривает снижение ставки акцизов к стоимости отпускных цен товара категории табачные изделия с 20 до 10%, а также увеличение ставки акцизов на импортируемый товар этой же категории с 10 до 15% к таможенной стоимости. Данный законопроект призван поспособствовать созданию конкурентных условий для местных производителей табачных изделий, ориентированных на внутренний рынок и экспорт, а также увеличению дохода на 30 миллионов рублей. Речь шла о том, что в связи с тем, что если парламент примет по ставке, предложенной президентом проекта закона, то мы получим дополнительный доход в сумме 30 миллионов рублей. То есть веским аргументом в пользу того, что и также одного из членов комитета,
который выступил против того, чтобы уравнивать данные ставки, было то, что мы не настолько богаты, чтобы терять такие возможности и терять такие доходы. Несколькими парламентариями был предложен другой вариант ставки 10 на 10%. Аргументировали депутаты это тем, что данные изменения возымеют больший результат. Однако предложение не получило поддержки, и законопроект был принят в окончательном чтении без внесения каких-либо изменений. Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты, представленный Дмитрием Шамбо, был принят сразу в первом и втором чтениях. Законопроект основан на необходимости изменения закона о порядке выезда и въезда в Абхазию, а также о правовом положении иностранных граждан. Предложенные поправки предусматривают, что полномочия по выдаче паспортов видов на жительство и разрешений на проживание сохраняются за МВД до 31 декабря 2020 года. Законопроект о правовом положении иностранных граждан в Абхазии был окончательно принят в 2 чтениях. Согласно законопроекту, проблемы, с которыми сталкивается по сей день определенная категория иностранных граждан и лиц без гражданства, не родившихся на территории Абхазии, но постоянно проживающие здесь на законных основаниях, будут решены. Кроме того, проект закона предлагает дополнить статью 10 частью 2 прим. 1, где предусматривает признание законным проживания иностранных граждан и лиц без гражданства, получивших право постоянного проживания в Республике Абхазия по образцам документов, имевшихся в паспортно-визовых службах до вступления в силу закона Республики Абхазия о правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия. Это талоны регистрации и временные вкладыши к национальному паспорту. Как сообщил на заседании парламента депутат Астамур Логу, рабочая группа не успела представить проработанные материалы о декларации доходов. Наконец-то у нас появился законопроект, который мы хотели внести сегодня в разное, о декларации доходов и расходов. Но, к сожалению, он только позавчера прошел в прокуратуре согласование, в Генеральной, с кем мы сотрудничали. И теперь хочу объявить, что на ближайшую сессию, надеюсь, что все вы поддержите, и мы будем выносить этот законопроект. Я думаю, что и общество в целом, которое часто об этом говорит, должно знать, что парламент Абхазии проработал, рабочая группа вынесет этот законопроект на ближайшую сессию. Он готов, но просто есть формальности, что за 5 дней до сессии надо вносить законопроекты, и по этой причине мы его не внесли. Еще один законопроект основывался на необходимости переноса срока вступления в силу закона о судебной власти в связи с отсутствием возможности введения автоматизированной судебной информационной системы, фиксации судебного заседания с помощью видеопротоколирования судебного заседания в судах кассационной и надзорной инстанциях на более поздний срок, а именно до января 2020 года. По словам председателя Верховного суда Абхазии Мананы Делба, данное предложение было внесено в связи с необходимостью приобретения оборудования и его установкой. Что дает фиксация вот этих дат поступления, рассмотрения и так далее? Дела будут своевременно рассматриваться. Далее предусмотрена эта информационная система электронное распределение дел. Для того, чтобы, как предполагается, председатели судов не могли по своему усмотрению распределять тому или иному судье нужные дела. Чтобы исключить коррупционную составляющую. На заседании сессии Народного собрания депутаты проголосовали за избрание Екатерины Тыркба на должность судьи Сухумского городского суда. А вот Мадине Лазаревой не хватило голосов, чтобы занять должность судьи Сухумского городского суда. Сария Смыр, Ильдар Дамиров, Томас Чиковани, Абхазское телевидение. В целях сохранения и приумножения уникального творческого наследия, увековечения личности великого писателя, кавалера ордена Ахтзапша первой степени Фазиля Искандера, президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал распоряжение о создании Государственной комиссии по увековечению памяти Искандера. Госкомиссию возглавляет премьер-министр Валерий Бганба. Согласно распоряжению президента Госкомиссии поручено в срок до 31 января 2019 года представить предложение по организации мероприятий, приуроченных к юбилею Фазиля Искандера, а в срок до 28 февраля 2019 года представить предложение по увековечению памяти писателя.
Итоги выполнения задач оборонного ведомства Абхазии за 2018 год подвели в Министерстве обороны на торжественном собрании с участием руководителей министерства, командиров частей подразделений оборонного ведомства страны. В мероприятии принял участие руководитель администрации президента Беслан Барцыц. Репортаж Саида Джарсали. Торжественное собрание открыл министр обороны республики Мираб Кишмария. Он подвел итоги выполнения задач оборонного ведомства за 2018 год. В своем выступлении министр обороны отметил, что за уходящий год в Вооруженных силах республики совместно с воинским контингентом Вооруженных сил Российской Федерации был проведен комплекс мероприятий, в результате которого абхазская армия становится более мобильной и способна быстро реагировать на современные вызовы и угрозы. Уходящий год был непростым. Мы решали множество задач разного уровня, среди которых командно-штабные мобилизационные радиотренировки, различного рода учения, внезапные проверки. Особняком стоят масштабные мероприятия, парад Победы в честь 25-й годовщины Победы в Отечественной войне народа Абхазии. 26-я годовщина образования Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил Республики Абхазия. Правильность выбранных направлений строительства и развития вооруженных сил подтвердили итоги проведенных в 2018 году учений. Поставленные задачи были выполнены профессионально и эффективно. Министр Мираб Кишмария также выразил признательность военнослужащим за несение службы с честью и достоинством и пожелал в новом году успехов в профессиональной деятельности. Руководитель администрации президента Беслан Барцыц также поздравил личный состав министерства с наступающим праздником и зачитал указ президента республики Рауля Хаджимба. Указ о награждении Афархацера за Ордена Мужества. За большой личный вклад в обеспечение обороноспособности Республики Абхазия наградить Кишмария Мираба Борисовича Афархацера за Ордена Мужества. Президент Рауль Хаджимба. Указом президента республики юбилейными медалями за победу также были награждены Гарри Зухба и Максим Харчелава. В завершении торжественного мероприятия, согласно приказу министра обороны Мираба Кишмария, группе военнослужащих были присвоены очередные воинские звания. Отличившиеся офицеры были награждены медалями оборонного ведомства страны. Саид Джарсали, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения России и Абхазии по вопросам взаимного признания образования, полученного в образовательных учреждениях обоих государств. Соглашение было подписано в Москве 18 декабря 2017 года. Разработано оно с целью реализации российско-абхазского межгосударственного договора о союзничестве и стратегическом партнерстве, который вступил в силу 5 марта 2015 года. Ранее соглашение было ратифицировано Госдумой и Советом Федерации. Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба и губернатор Ростовской области Василий Голубев подписали план по взаимодействию между Кабинетом министров Абхазии и правительством Ростовской области на 2018-2021 годы. Согласно подписанному документу, стороны будут развивать отношения в сфере внешнеэкономической деятельности, сельского хозяйства, науки и образования, культурных обменов и туризма, а также увеличения товарооборота. Подвели итоги работы за год и в Сухумской городской администрации. За прошедший период сделано немало. Это касается и социальной сферы жизни столицы, и сферы коммуникации, работы коммунальных служб и различных городских управлений. Обо всем подробно расскажет Алика Трапш. В течение всего 2018 года коммунальными службами города Сухум был осуществлен ряд крупных проектов. В их числе ремонтно-восстановительные работы по улице Картозия в новом районе. На протяжении многих лет, даже после небольшого дождя, улица Картозия становилась непроходимой из-за многочисленных ям, луж и грязи. А рядом школа и район густонаселенный. По решению главы столичной администрации Адгура Харазия из городского бюджета были выделены средства на ремонтные работы. Были проведены работы по полной замене
ливневого коллектора. Проложено 800 метров труб, установлено 39 колодцев с решетками для стекания воды во время дождей. После окончания работ по укладке коммуникаций проведен и капитальный ремонт дорожного полотна. Также масштабные ремонтные работы были проведены и по улице Габечия. Проведены работы по расчистке ливневого канала по улице Габечия. Протяженность данного ливневого канала более километра. При ширине 6 метров и глубине более 2,5 метров. То есть был прокопан канал в Сухумское озеро для того, чтобы отвести воду ливневую от улицы Габечия и предотвратить подтопление людей во время ливневых дождей. Также была проведена работа по восстановлению канализационного трубопровода напорного, который был частично поврежден. Была восстановлена эта подпорная опора и восстановлен трубопровод. Помимо этого, на одном из излюбленных мест горожан, Сухумской горе, была расчищена территория и реконструирован фонтан. Для этого пришлось восстановить коммуникации протяженностью 550 метров, установить насос, чтобы качать воду и пусковое оборудование. Теперь жители города могут наслаждаться видом фонтана, который не работал более 25 лет. Кроме того, немало работ проводилось по подготовке столицы к курортному сезону и празднованию 25-летия победы в Отечественной войне народа Абхазии. В преддверии праздничных мероприятий коммунальными службами в городе высаживались цветы на набережной Махаджиров, в парке Славы у Красного моста. В течение всего года было высажено порядка 23 тысяч корней сезонных цветов нескольких видов. Помимо этого, городские службы выполняют много работ, связанных с текущим содержанием столицы. Ежедневно подметают улицы и парки, косят траву, обрезают кустарники и ветви деревьев, а старые деревья срубают, чтобы предотвратить их аварийные падения. В течение года более чем на 10 улицах Сухума был проведен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия. Столичное ремонтно-строительное управление и МУП «Водоканал» также осуществили немало работ. Проводились работы по устранению утечек водопроводной сети и канализационной сети. Более 1400 утечек было устранено, то есть были прочищены колодцы. Также по утечкам водопроводных сетей более 800 утечек водоканалом и ремонтно-строительным управлением было устранено. Восстановлено 46 канализационных колодцев поврежденных, были заменены на новые. В этом году было куплено более 150 новых евроконтейнеров для твердых отходов, которые были расставлены по всему городу. 150 новых урн установили в парках и на набережной. В скверах были заменены 50 лавочек, которые пришли в негодность. Пожалуй, одним из основных событий уходящего 2018 года является открытие нового здания Собес. Управление расположено на первом этаже здания. Здесь нет высоких лестниц, предусмотрены пандусы, широкие дверные проемы без порогов. Большой зал, а это около 250 квадратных метров, разделен перегородкой и служит приемной. Здесь 9 кабинетов, оснащенные компьютерами, широкий просторный коридор и 3 туалетные комнаты, в том числе и для людей с ограниченными возможностями. Все помещение занимает около 800 квадратных метров. В новом здании установлена система электронного учета, что позволит людям дожидаться своей очереди в комфортных условиях. В этом здании также располагается управление образования города и очно-заочная школа, но для Собеса отдельный вход со стороны улицы Дбар, что позволяет людям с ограниченными возможностями без каких-либо проблем пройти в здание. Еще одним значимым проектом для столицы стал ремонт знаменитых сухумских курантов и замена башни. Было невозможно восстановить старую башню, она пришла в негодность. За столько лет мы разобрали ее полностью и восстановили ее абсолютно в идентичном виде, в каком она и была раньше. Запустили, отреставрировали старый механизм, и сегодня часы работают. Помимо этого был отреставрирован один из главных символов города и самая узнаваемая архитектурная достопримечательность Абхазии – Сухумская колоннада. Специалисты очистили сооружение от старой шпатлевки и краски, затем отремонтировали архитектурные элементы колоннады и вновь покрасили. Купол также был обновлен, установлено электронное табло. Еще один не менее важный проект уходящего года – очистительные и берегоукрепительные работы на реке Басла. Река протекает недалеко от жилых домов, и каждый год при сильных дождях и таянии снега она выходит из берегов и затапливает дворы и первые этажи помещений. После очистки реки от камней, ила и мусора эта проблема частично была решена. Кроме того, ежедневно по городу проводится немало текущих работ. Это ремонты крыш домов частичные, ремонты подвалов, ремонты подъездов,
Было установлено 9 новых детских площадок в городе Сухум. Установили 3 пандуса в медицинских учреждениях города. Отремонтировали кабинет УЗИ в первой поликлинике, в городской больнице проводили ремонтные работы. В преддверии Нового года столичная администрация установила на площади Свободы 18-метровую елку. Вся площадь и центральные улицы города украшены разноцветными гирляндами и инсталляциями. С 25 декабря у главной елки страны начались праздничные мероприятия для жителей и гостей столицы, которые продлятся до 8 января. В программу входят аниматоры, интерактивные представления для детей на абхазском и русском языках, дискотека для детей с персонажами детских сказок, карнавал ростовых кукол и многое другое. А в новогоднюю ночь вновь будет организовано праздничное шоу с участием звезд абхазской эстрады и различных хореографических коллективов. Все, кто решит провести первые часы Нового года на площади Свободы в Сухуме, непременно получат массу незабываемых впечатлений. Алика Трапш, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. На пресс-конференции министра по репатриации Республики Абхазия Беслана Дбар также подведены итоги уходящего года. Министр поделился с журналистами и планами на 2019 год. Затрагивались такие вопросы, как поездка делегации Министерства по репатриации в декабре в Иорданию, об изменениях в структуре ведомства. Речь шла и о проектах по социальной адаптации семей репатриантов. Подробности в нашем следующем репортаже. В декабре этого года делегация Министерства репатриации совершила рабочую поездку в Иорданию. Это был первый официальный визит нашей делегации в эту страну. В ходе поездки состоялась встреча с черкесской диаспорой, на которой обсуждались вопросы истории и культуры нашей республики. Беслан Дбар отметил, что черкесская диаспора в Иордании является самой многочисленной и что у них даже есть своя адыгская школа. В качестве эксперимента он предложил открыть при школе абхазский класс. Предложение нашло поддержку. Также делегация Министерства по репатриации посетила Турцию, где обсуждался проект по созданию особой экономической зоны в Галском районе Абхазии. А в январе 2019 года предстоит поездка в Сирию. На встрече с черкесской диаспорой мною ставился вопрос в виде эксперимента открыть один абхазский класс. Они там изучают адыгейский язык, программы. При школе создан детский сад, то есть это комплекс, образовательный комплекс, детский сад, школа. Они поддержали наше предложение, и с сентября будущего года, я надеюсь, что в виде эксперимента будет открыт один абхазский класс. В Министерстве по репатриации рассматривается несколько проектов, связанных с проведением форума молодежи и студентов абхазской диаспоры. Форум намечен на май следующего года. В планах у Министерства также провести фестиваль самодеятельных коллективов в Пицунде с участием представителей зарубежных культурных центров. Подведя итоги уходящего года, естественно, определили план совместных мероприятий на 2019 год. Здесь мы рассматривали несколько проектов. Один из них – это проект, связанный с проведением форума молодежи и студентов диаспоры, абхазской диаспоры в Абхазии. Намечается это в конце апреля, в начале мая месяца. Далее хотим провести фестиваль самодеятельных коллективов диаспор, также в Пицунде. По словам Беслана Дбар, вопрос социальной адаптации репатриантов является одним из самых сложных, так как они сталкиваются с языковым барьером, что усложняет их трудоустройство. В этом году в семьях репатриантов родилось 25 детей. С целью оказания поддержки семей репатриантов министерство учредило денежное пособие за рождение ребенка. За первого ребенка 30 тысяч рублей, второго 40 и третьего 50. Беслан Дбар ответил и на другие вопросы журналистов. Гугуца Вардани, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью 0 плюс 5, днем плюс 4 плюс 9. Температура морской воды плюс 12. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.